Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в Коми Республиканском институте развития образования на онлайн-семинаре «Реализация модуля «Профилактика и безопасность» в рамках программы воспитания в общеобразовательной организации. Сегодня с вами буду работать я, Волкова Анжелика Васильевна, и моя коллега Дегилевич Ксения Евгеньевна, социальный педагог средней общеобразовательной школы номер 27 города Сыктывкара. Сегодня мы с вами поговорим о реализации воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе, ну а также посмотрим опыт 27-й школы по реализации школы профилактических программ, направленных на работу с девиантными обучающимися, организацию межведомственного взаимодействия. Также посмотрим опыт реализации проекта по безопасности в цифровой среде «Дети в онлайн». И посмотрим деятельность Совета профилактики общеобразовательной школы. Ну что, начнем нашу работу. Хочу вам вначале напомнить о тех методических сборниках, которые разработаны Министерством просвещения Российской Федерации, которые вы можете использовать при внедрении, сопровождении программ воспитания. Они очень интересные, там представлен опыт других регионов по реализации модулей программы воспитания. Также на следующем слайде напоминаю вам содержание оптимерной программы воспитания общеобразовательной организации. Далее представляю ссылки на институт детства, где размещены все рабочие учебные программы воспитания по уровням образования. Это детские сады, школы, колледжи. Также здесь календарь событий размещен. Ну и также здесь вы можете посмотреть, скачать открытые классные часы, какие-то методические разработки для родительских собраний. Следующие ресурсы, это ресурсы нашего института, опять же вам напоминаю о них. Это портал классных руководителей, это календарь образовательных событий, ну а также портал «Открытое образование Республики Коми». Хочется вас порадовать, что у нас уже в разработке и скоро откроется раздел, который называется «Воспитание 11», где вся воспитательная работа образовательной организации будет в одном месте. Вам не нужно будет искать, где найти тот или иной материал, все будет в одном месте. Значит, на следующем слайде представлены модули, именно инвариативные модули рабочей программы воспитания. И так как мы с вами сегодня будем разговаривать именно о модуле профилактика и безопасность, тут я, наверное, скажу так, что если мы посмотрим все модули, это основные школьные дела, классное руководство, школьный урок, работа с родителями, самоуправление и так далее, все эти модули каким-то образом реализуют, в общем-то, через них реализуется также и модуль профилактика и безопасность. Но давайте сначала мы с вами определим, что же такое безопасность образовательной организации. Безопасность образовательной организации – это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, сотрудников и материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Что такое комплексная безопасность образовательной организации? Это совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий персонала образовательной организации, осуществляемых под руководством директора,
общеобразовательной школы, органов управления образованием во взаимодействии с правоохранительными структурами, вспомогательными службами и общественными организациями с целью обеспечения безопасного функционирования образовательной организации, а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях. Итак, значит, что же предусматривает реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе? Рабочая программа воспитания предлагает вам несколько направлений работы. Целенаправленная работа педагогического коллектива, регулярное проведение исследований, мониторингов рисков безопасности, проведение коррекционной работы с обучающимися групп риска, разработка и реализация в школе профилактических программ, вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, организация превентивной работы. Вот сегодня мы с вами рассмотрим первое направление, это обеспечение безопасности жизнедеятельности как условие успешной воспитательной деятельности. Четвертое направление, разработка и реализация в школе профилактических программ. Ну и также остановимся на организации превентивной работы. Почему мы взяли не все направления? Ну, я так думаю, что нам не хватит просто-напросто с коллегой времени. Поэтому все остальное мы с вами дальше будем рассматривать еще на других семинарах. Итак, что же включает в себя целенаправленная работа коллектива школы? Конечно, в программе написано, что это целенаправленная работа педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профилактической среды. Наверное, вы согласитесь со мной, что не только педагогического коллектива, но и всего коллектива образовательной организации, потому что даже технический работник, который убирает наше помещение, убирает территорию, следит за тем, что происходит возле территории, следит за ограждением, он тоже выполняет воспитательную функцию. Ну, начнем мы с вами с первого направления, это обеспечение антитеррористической защищенности общеобразовательной организации. Что же она в себя включает? Разработка правил внутреннего распорядка образовательной организации. Определение порядка и мер обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности образовательной организации при проведении праздников, спортивных, культурно-массовых мероприятий. Это проверка учебных и производственных помещений, организация деятельности антитеррористической рабочей группы, обеспечение системного контроля деятельности организаций, арендующих помещения, если таковые есть, определение порядка и ответственных за ежедневный контроль состояния ограждений, освещения фасадов здания и территории организации, завоза продуктов и имущества, обеспечение лицензированной физической охраной, ежедневный контроль за осуществлением контрольно-пропускного режима. Организация взаимодействия образовательной организации с представителями правоохранительных органов местного самоуправления. Организация контроля выполнения мероприятий комплексного плана безопасности образовательной организации. Руководство осуществления контроля соблюдения обучающимися и работниками установленных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций и охраны труда. Второе направление, которое мы с вами реализуем, это обеспечение пожарной и электробезопасности. Что сюда входит? Первое – это оснащение образовательной организации противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. Это эксплуатация согласно требованиям норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют замены. Это выполнение работ по противопожарной обработке перекрытий. Это оценка технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем, их паспортизация,
Организация обучения и инструктажи сотрудников и обучающихся по пожарной и электробезопасности, проведение тренировочных занятий по учебной эвакуации согласно графика и практических занятий по использованию СИЗ и средств пожаротушения. Это профилактическая работа с участием сотрудников ОВД, КПДН и ДН. Следующее направление – это гражданская оборона. В соответствии с положением Федерального закона Российской Федерации о гражданской обороне и о защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера обеспечивается обучение персонала, учреждения и обучающихся в области гражданской обороны способом защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и вследствие их действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В учебном учреждении на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в районе расположения образовательной организации разрабатывается план мероприятий защиты обучающихся и персонала в чрезвычайных ситуациях. Следующее направление – это индивидуальная безопасность личности, профилактика девиантного поведения, профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Достижение цели формирования культуры безопасности обучающихся осуществляется через решение следующих задач. Это формирование правильных с точки зрения обеспечения безопасности жизнедеятельности поведенческих мотивов. Это развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем мире. Это формирование способностей принятия безопасных решений в быту. Выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. Следующее направление – это обеспечение информационной безопасности. Об этом мы сегодня отдельно еще остановимся. Следующее направление – это обеспечение экологической безопасности. В образовательных учреждениях образуются различные отходы, такие как отработанные люминесцентные лампы, списанная оргтехника, макулатура, твердые коммунальные и другие отходы. И целый ряд требований по экологической безопасности в школе связан именно с обращениями с отходами. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 июня 1998 года номер 89 об отходах производства и потребления на все образующиеся в учреждении отходы первых-четвертых классов опасности должны быть составлены паспорта отхода. Согласно статье 19 вышеуказанного закона, организации должны вести учет отходов, а также ежегодно представлять статистическую отчетность по форме 2ТП. Порядок учета также утвержден приказом Министерства природы России от 8 декабря 2020 года номер 1028. Также в образовательной организации должен быть назначен сотрудник, ответственный за охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. И этот сотрудник должен пройти соответствующее обучение. Соответственно, должны быть запланированы мероприятия как с обучающимися, так и с родителями по экологическому воспитанию и по экологической безопасности. Следующее направление – это профилактика предупреждения детского дорожного травматизма в области безопасности дорожного движения. Она включает совместную работу с МВД России, ГИБДД, организуется работа с классными руководителями, это инструктажи, педагогические советы, с обучающимися. Они участвуют в профилактических акциях, КВН, викторинах, конкурсах, беседах, которые организует ЮИД. Также их родителями через беседы, родительские собрания, как теоретические занятия, так и практические. В образовательных организациях в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма оформляются информационные уголки безопасности. Материалы, представленные на стендах, включают в себя следующее содержание. Информация о ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в районе.
ежеквартальные данные. План работы образовательной организации по профилактике ДТТ. Схема безопасного маршрута, утвержденная сотрудниками ГИБДД. Информация для детей и родителей обучающего характера по правилам дорожного движения. То есть она может быть сменяемая, либо периодическая, обязательно с какой-то тематической направленностью. Следующее направление, на котором тоже хотелось бы остановиться особо, это охрана труда. Каковы же основные задачи по охране труда в образовательной организации? Первое – это изучение и реализация основных направлений законодательства Российской Федерации по вопросам безопасности, разработка и внедрение нормативно-правовых, методических, иных локальных актов, инструкций по формированию безопасного образовательного пространства. Наращивание опыта межведомственного, комплексного и многоуровневого подходов при формировании безопасного образовательного пространства. Обеспечение выполнения сотрудниками и обучающимися образовательной организации требований законодательных и других нормативно-правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных условий воспитания. Предотвращение несчастных случаев с детьми и сотрудниками в ходе образовательного процесса. Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима. Формирование у воспитанников, у обучающихся, у сотрудников устойчивых навыков безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Оснащение образовательного учреждения противопожарным и охранным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. Повышение эффективности работы по профилактике детско-дорожного транспортного травматизма, взаимодействия с отделами ГИБДД. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий, оборудования и технических средств обучения. Организация охраны труда в образовательной организации регламентируется следующими основными нормативными документами. Это устав образовательной организации, это коллективный договор образовательной организации, правила внутреннего трудового распорядка, положение об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности, должностная инструкция специалиста по охране труда и технике безопасности, план работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности, который составляется на учебный год. Документация по охране труда должна включать следующие журналы. Журнал регистрации противопожарного инструктажа вводного и на рабочем месте. Журнал учета инструкций по охране труда с присвоением порядкового номера. Журнал регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда, который оформляется специалистом по охране труда или руководителем учреждения при приеме на работу. Вводный инструктаж должны проходить все поступающие на работу. Журнал регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте. Далее, журнал регистрации проверки знаний у персонала с первой группы электробезопасности, журнал регистрации несчастных случаев, происшедших с работающими в образовательной учреждении, и также журнал несчастных случаев с воспитанниками, обучающимися и обучающимися. Вот как бы небольшая часть той работы, которая должна быть отражена в ваших документах по обеспечению безопасности образовательной организации. Это только малая часть. Если мы с вами будем разбираться более тонко и в экологической безопасности, и в профилактике правонарушений и преступлений, и соблюдение санитарных норм, да, Санпина, то, я повторюсь, нам потребуется еще более детальное и больше времени для этого. Сейчас я перехожу ко второму вопросу. Такое интересное
такая информация интересная у нас есть в программе, именно в рабочей программе воспитания, такое направление, как организация превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения. И вот когда мы работаем с педкомандами, которые обучились совсем недавно по программам воспитания в Институте детства, возникают у них такие вопросы: а что это вообще такое? Как работать и что это за направление такое? И вот я вам пытаюсь сегодня чуть-чуть вот пояснить, что это такое и как это реализуется. Значит, социальный контроль девиантного поведения в любом обществе, как правило, осуществляется двумя путями. Первый путь — это карательно-репрессивный, и второй — превентивный. При этом карательно-репрессивный путь опирается на методы внешнего социального контроля, то есть, как правило, это санкции, причем в основном негативные, то есть наказания. А превентивный на методе внутреннего контроля, то есть саморегуляция и самоконтроль. В связи с этим именно превентивный путь рассматривается как наиболее эффективный. В целом в системе воздействий на девиантное поведение можно выделить два направления. Это превенция, предупреждение и психопрофилактика. И второе направление — это интервенция, преодоление, коррекция и реабилитация. Ну, давайте рассмотрим мы сначала профилактику, то есть превенцию девиантного поведения. Профилактика девиантного поведения — это комплекс мероприятий, направленных на его предупреждение. ВОЗ предлагает выделять первичную, вторичную и третичную профилактику. Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов, вызывающих определенное явление, а также на повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов, то есть она успешна при работе с подростками. Вторичная профилактика направлена на раннее выявление и реабилитацию нервно-психических нарушений и работой с группой риска, например, подростки со склонностью к формированию отклоняющегося поведения, но не имеющего такового в данное время. Третичная профилактика направлена на устранение нервно-психических расстройств, сопровождающихся нарушением поведения, а также на предупреждение рецидивов у лиц с уже сформировавшимся отклоняющимся поведением. Выделяют следующие формы профилактической работы. Первое — это организация социальной среды. Поскольку среда может оказывать влияние на формирование отклоняющегося поведения, то, воздействуя на нее, можно предотвратить нежелательное ее влияние на поведение личности. Какие виды воздействия существуют? Влияние на общество в целом через формирование негативного общественного мнения на отклоняющееся поведение. Это работа с семьей, социальной группой, это школа, класс, коллектив, либо конкретная личность. Второе — использование социальной рекламы с целью формирования установок на здоровый образ жизни. Это специальные программы, которые направлены на борьбу с алкоголизмом, наркоманией, табакокурением. Второй вид — это информирование. Происходит это в форме лекций, бесед, распространения специальной литературы или видео или телефильмов. Цель — это воздействие на когнитивные процессы для повышения способности личности к принятию конструктивных решений в сложных ситуациях. Обязательно учитывать, в данном случае учитывается возраст, пол и социально-экономические характеристики. Следующее направление — это активное социальное обучение социально важным навыкам. Чаще всего реализуется в виде групповых форм работы. Это тренинги. Тренинги именно те, которые направлены к негативному социальному влиянию, тренинги формирования жизненных навыков. Основные задачи социального обучения — это научить противостоять негативным влияниям среды, то есть уметь говорить «нет», в частности, научить умению выражать приемлемым образом свои эмоции
И третье – это повысить самооценку, привить навыки принятия соответствующих адекватных решений. Также научить умению ставить цели, отстаивать свои позиции, интересы, общаться и конструктивно разрешать конфликты. Следующее направление – это организация деятельности, альтернативной девиантному поведению. В основу положено предположение, что люди используют девиантное поведение до тех пор, пока не получат взамен что-то лучшее. Исходя из данного предположения, можно применять альтернативные формы активности. Какие же? Это путешествия, значимое общение, творчество, различного рода деятельность, профессиональная, благотворительная, духовная. Большое значение имеет формирование позитивных потребностей в семье. То есть воспитание устойчивых интересов, формирование уметь занять себя и трудиться, развитие способности любить и быть любимым. Следующее направление – это организация здорового образа жизни. Каждый человек должен нести ответственность за свое здоровье, жить в гармонии с окружающим миром и самим собой. Здоровый стиль жизни предполагает здоровое питание, регулярные физические нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха, отказ от вредных привычек. Шестое направление – активизация личностных ресурсов, которая предполагает наиболее полное раскрытие способностей, общих или специальных, и интересов человека, творческих, спортивных, музыкальных, художественных, что обеспечивает активность личности, ее здоровье и устойчивость к негативным внешним воздействиям. Ну и также седьмое направление – это минимизация негативных последствий девиантного поведения. Данная форма применяется уже при сформировавшемся отклоняющемся поведении. Она направлена на профилактику рецидивов или их негативных последствий в зависимости от формы отклоняющегося поведения. Данный аспект в большей степени относится к интервенции отклоняющегося поведения. Чтобы добиться позитивных результатов при проведении профилактических мероприятий, в данном случае важно соблюдать ряд принципов. Это личная заинтересованность, добровольность и ответственность самих людей с отклоняющимся поведением. Это комплексность, организация работы на различных уровнях. Медицинском при необходимости, социальном, психологическом. Также учитывается адресность, то есть учет возраста, пола, социальных и психологических характеристик. Далее учитывается массовость, то есть приоритет групповым формам работы, позитивность информации, минимизация негативных последствий, максимальная активность самой личности и, конечно же, устремленность в будущее, оценка последствий отклоняющегося поведения, актуализация позитивных ценностей и целей, ну и планирование будущего без девиантного поведения. Вот такие вот моменты, на которых мы сегодня хотели остановиться. Если у вас вопросы, я вам напоминаю, что в нашем чате вы можете задать вопросы, а также у нас есть раздел «Вопросы», где также вы можете задать свои вопросы. Ну а сейчас я предоставляю слово Ксении Евгеньевне, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу представить программу МОУ-СОЖ номер 27 города Сыктывкара по профилактике безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних. Немножечко вступления. В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезадаптации детей и подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается ответственность родителей за содержание и воспитание детей. Семейное неблагополучие – это комплекс причин различного характера, связанных с нарушением выполнения воспитательной функции семьи, вызывающих изменения личности ребенка и приводящих к девиантному поведению. Неблагополучие в семье является одним из факторов девиантного поведения.
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом сегодня, является задача организации действенной системы мер по профилактике отклонений в развитии личности и поведении детей и подростков. Это задача профилактики противоправного поведения несовершеннолетних. Ни для кого не секрет, что подростковый возраст характеризуется бурными процессами физического развития, полового созревания и формирования личности. Подросток начинает осознавать себя личностью, сравнивает себя с окружающими, сверстниками, что стимулирует его к самовоспитанию. В это время формируется и даже может резко измениться характер. Подросткам нравятся острые ощущения, они любопытны, не могут прогнозировать будущее и стремятся к независимости. Все это относится к подростковому возрасту вообще. Но есть определенная категория подростков, у которых перечисленные качества проявляются резче, что приводит к их противостоянию с окружающими, конфликтов с ними и даже к противоправным действиям. Поэтому перед каждым образовательным учреждением стоит задача поиска путей снижения роста преступлений среди молодежи и повышения эффективности их профилактики. Нами был проведен сравнительный анализ совершенных несовершеннолетними противоправных деяний за последние 5 лет. И мы выявили основные причины совершения преступления несовершеннолетними, а также правонарушения общественно опасных деяний. Это семейное неблагополучие, социальное поведение родителей, то есть бродяжничество и тому подобное, отсутствие контроля, либо недостаточный контроль родителей за обучением и воспитанием детей. Как правило, родители работают, поздно приходят и не могут или даже не хотят иногда осуществлять контроль за своими детьми. Нарушение детско-родительских отношений, правовая неграмотность несовершеннолетних и их родителей, то есть они не знают, что если, к примеру, подобрать потерянный телефон, да, и присвоить его себе, это будет считаться преступлением. Об этом тоже мы всегда говорим родителям и детям. Нарушение в эмоциональной и волевой сфере личности несовершеннолетнего, отсутствие моральных и этических норм. Далее это самоуверенность подростков, неумение заранее оценивать последствия совершаемых поступков. То есть, с кем угодно может случиться, но не со мной. Неорганизованный досуг несовершеннолетних, свободное времяпровождение, отсутствие интереса к чему-либо. Также причиной является употребление детьми спиртных напитков и психоактивных веществ, когда они не способны нести ответственность за свои поступки, и несвоевременное выявление учащихся группы риска. Таким образом, возникла необходимость организации комплексной, системной, целенаправленной работы по профилактике безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних, в связи с чем была и разработана данная программа. Программа разработана в соответствии с нормативными документами федерального уровня. Мы все их знаем, да, не будем на них сильно останавливаться, вот они перед вами на слайде. Далее это нормативные документы республиканского уровня. Это наш закон номер 148 РЗ о некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, межведомственные приказы по жестокому обращению, по аутоагрессивному поведению. Мы тоже их все с вами знаем. И это нормативные документы муниципального уровня, приказы управления образования. И это локальные нормативные акты. Вот на них немножечко хочу остановиться. Какие локальные нормативные акты работают и приняты в нашей школе? Это устав, положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, положение о порядке постановки и снятия учащихся с внутришкольного профилактического учета, положение о порядке постановки и снятия с внутришкольного профилактического учета семей группы риска и семей, находящихся в социально опасном положении, положение о службе психолого-педагогического обеспечения, положение о психолого-педагогическом консилиуме, приказы об организации работы Совета профилактики, планы профилактической работы на учебный год и планы совместных мероприятий с субъектами профилактики безнадзорности по работе с семьями и учащимися, состоящими на профилактических учетах. Цель программы – это организация системной целенаправленной работы с учащимися и родителями, законными представителями по профилактике безнадзорности, социального неблагополучия и правонарушений среди несовершеннолетних путем комплексного сопровождения обучающихся и их семей. Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи. Первое – это выявлять семьи на ранней стадии семейного неблагополучия, оказывать им своевременную социально-педагогическую, психолого-педагогическую и консультативную помощь.
Также выявлять несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных деяний, своевременно организовывать их психолого-педагогическое сопровождение. Содействовать формированию правовой культуры и правового сознания учащихся и их родителей. Способствовать формированию у учащихся потребностей в ведении здорового образа жизни. Обеспечить вовлечение учащихся в внеурочную досуговую занятость, привлекать к участию в социально значимых мероприятиях. Оказывать содействие родителям, законным представителям, учащихся, состоящих на различных видах профилактических учетах в организации летней занятости детей, в том числе их круглогодичного оздоровления. Способствовать повышению профессиональной компетенции педагогов путем проведения школьных методических объединений, семинаров, педагогических советов. Способствовать укреплению межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Автор программы – это социальный педагог. Кто участвует в реализации программы – это заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители. Ну, еще не указала, конечно же, администрация школы. Направленность данной программы социально-педагогическая, и объектами являются учащиеся, родители и педагоги школы. Программные мероприятия представлены по следующим разделам. Первое – это раздел, я его назвала «Семья без проблем». Это работа с семьями группы риска, семьями, находящимися в социально опасном положении, опекунскими семьями. Это работа по профилактике жестокого обращения с детьми в семье, по профилактике аутоагрессивного поведения несовершеннолетних и оказанию социально-педагогической помощи семье. Второе направление – это несовершеннолетний закон. Это профилактика преступлений, правонарушений, общественно опасных деяний среди несовершеннолетних и профилактика нарушения регионального закона номер 148. Третий раздел, он называется «Я за ЗОЖ», это профилактика потребления несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических, психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни. Четвертое направление «Хочу научиться» – это обеспечение внеурочной и досуговой занятости несовершеннолетних. Пятое – «Поможем вместе» – укрепление межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Деятельность по реализации программы включает в себя 3 этапа. На подготовительном этапе мы составляем социальный паспорт школы, проводим анкетирование учащихся с целью мониторинга их внеурочной занятости, проводим работу по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, проводим сверки с отделом полиции по делам несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних и отделением социальной защиты. Выявляем учащихся, состоящих на профилактических учетах, также путем проведения сверок с субъектами профилактики, согласовываем планы совместной работы и организуем взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. На основном этапе мы организуем проведение мероприятий в образовательной организации, проведение совместных мероприятий с субъектами профилактики безнадзорности, проведение совместных мероприятий с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта и проведение промежуточных мониторингов результатов профилактической деятельности. То есть, да, не сказала, наверное, извините, программа рассчитана на 5 лет, и вот промежуточные мониторинги по итогам года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года мы регулярно также проводим. И на заключительном этапе реализации программы мы проводим мониторинг состояния правонарушений, преступлений, общественно опасных деяний и нарушений регионального закона номер 148, совершенных учащимися уже за 5 прошедших лет. Мониторинг числа несовершеннолетних, замеченных употреблений спиртных напитков, наркотических и психоактивных веществ. Мониторинг количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, мониторинг числа семей, состоящих в едином банке данных и на внутришкольном учете, и мониторинг внеурочной занятости учащихся. Каковы же количественные показатели программы? Это количество семей группы риска, семей, находящихся в социально опасном положении. Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах УПДН, КПДН и на внутришкольном учете. Количество правонарушений, преступлений, совершенных учащимися. Количество мероприятий. Количество учащихся, охваченных мероприятиями. Количество мероприятий, проведенных для родителей. Количество родителей, охваченных мероприятиями. Количество представителей субъектов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, привлеченных к участию в реализации программных мероприятий. Количество учащихся, у которых организована внеурочная занятость.
количество стендов, буклетов, памяток, изготовленных в рамках реализации программы, количество проведенных межведомственных рейдов, количество школьных методических объединений, семинаров, педагогических советах, проведенных в целях повышения профессиональной компетенции педагогов, и количество педагогов, принявших участие в школьных методических объединениях, семинарах и педагогических советах. Качественными показателями программы является проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение родителей, проведение мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности, правового сознания учащихся, проведение мероприятий по вовлечению учащихся во внеурочную деятельность, привлечение к участию в социально значимых мероприятиях, привлечение специалистов, субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений к реализации программы, проведение совместных мероприятий для учащихся и родителей на базе школы и проведение межведомственных рейдов. Также это оформление стендов по различным направлениям и распространение буклетов и памяток профилактической направленности. И в результате реализации программы мы ожидаем, что у нас уменьшится количество семей, находящихся в социально опасном положении, семей группы риска, состоящих на профилактических учетах, снизится количество учащихся, состоящих на профилактических учетах УПДН, КПДН и на внутришкольном учете. Уменьшение количества учащихся, совершивших преступления, правонарушения, общественно опасные деяния и нарушивших региональный закон номер 148. Снизится у нас количество преступлений, правонарушений, общественно опасных деяний и нарушений закона 148. Уменьшится количество учащихся, замеченных в употреблении спиртных напитков и психоактивных веществ. Процент охвата учащихся, состоящих на профилактических учетах неурочной занятостью, составит не менее 85%. И в мероприятиях по правовому просвещению примет участие 100% педагогического коллектива. Так, ну, по программе у меня все. Есть ли, может быть, какие-нибудь вопросы? Будут ли презентации когда-нибудь? Да. Презентации. Да, презентации будут. Вы можете их скачать. Здесь прямо скачать. Да, вы сможете их скачать. Так, ну, перейдем тогда к следующему вопросу. Это презентация проекта «Дети в онлайн». География проекта – это МОУ-СОЖ номер 27 города Сыктывкара. Запланирован к реализации он сроком на 3 недели. В реализации проекта принимает участие заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, старший вожатый, классный руководитель первых 11 классов и члены волонтерского объединения. Целевая группа – это учащиеся в количестве около 1029 человек, их родители и педагоги МОУ-СОЖ номер 27 города Сыктывкара. Ну, немножечко остановимся на актуальности. На сегодняшний день интернет присутствует в нашей жизни ежедневно и даже скорее ежечасно и уже, наверное, ежеминутно. В интернете мы работаем, ищем различную информацию, смотрим видео, слушаем музыку, общаемся, делаем покупки и многое другое. В условиях масштабной компьютеризации вполне естественно, что дети не остаются в стороне, они также активно пользуются интернетом. Количество несовершеннолетних пользователей сети ежегодно увеличивается, при этом мы с вами видим, что дети начинают осваивать интернет все в более раннем возрасте. Однако все мы знаем, что помимо той пользы, которую приносит интернет людям, он также несет в себе много негативной информации, которая очень легко и быстро попадает в поле зрения наших детей, вызывает у них живой интерес, желание что-то попробовать, в чем-то поучаствовать, что-то запретное поискать и почитать. Современный ребенок много времени проводит в сети и в силу возраста, а значит недостаточного жизненного опыта, не способен правильно разобраться в потоках информации, выявить информационные угрозы и защититься от них. Все это делает ребенка уязвимым для различного рода манипуляций его сознанием, способствует его социальной и личностной дезадаптации, уходу в виртуальную действительность и, следовательно, наносит существенный вред физическому и психическому здоровью ребенка. При этом
Крайне важно очень осторожно говорить с детьми о данной проблеме, чтобы, напротив, не вызвать у учащихся интерес к различного рода группам и сайтам негативной направленности. В связи с вышеизложенным возникла необходимость обратить внимание детей, конечно же, взрослых на данную проблему и призвать их уделять повышенное внимание собственной безопасности в сети. И таким образом целью проекта является формирование навыков безопасного поведения в сети интернет у учащихся школы посредством организации и проведения цикла тематических мероприятий. Задачи проекта. Первое. Провести анкетирование среди учащихся 5-11 классов по теме «Я и интернет». Второе – это изучить риски и угрозы, которым могут быть подвергнуты учащиеся в сети интернет, и организовать и провести цикл мероприятий по безопасному поведению в сети. Также привлечь членов Совета старшеклассников и участников волонтерского движения к пропаганде безопасного и законопослушного поведения в сети интернет. И в перспективе сформировать базу данных потенциальных участников киберволонтерского движения школы, чтобы дальше это направление можно было развивать в образовательной организации. Ну вот логотип проекта, вот так он выглядит, «Детство под защитой», проект «Дети в онлайн». Ну и деятельность в рамках проекта. Первый этап, конечно же, подготовительный. Здесь на данном этапе мы проводим информационно-разъяснительную работу с педагогами, учащимися и родителями. Размещаем информацию о реализации проекта на официальном сайте школы, информационных стендах, группе в социальной сети ВКонтакте. Организуем участие классов в первичном анкетировании по теме «Я и интернет» на сайте школы, либо в группе школы в социальной сети ВКонтакте. Организуется участие класса с помощью классных руководителей, либо на классных часах, либо, может быть, на каких-то там 5 минутках, где они все вместе дружно заходят по ссылкам и проходят непосредственно это анкетирование там, где оно, собственно, размещено. Когда все классы пройдут анкетирование, проводится анализ полученных результатов. Так, ну и тут уже дублируется, извините. На основном этапе организуется проведение мероприятий для учащихся 1-11 классов, то есть охвачиваются все возрастные категории учащихся школы. Запланировано 7 мероприятий. Проведение общешкольных родительских собраний по параллелям, разделили 5, 7, 8, 11 классы. И формируем базу данных потенциальных участников киберволонтерского движения с перспективой развития данного направления в школе. На мероприятия на основном этапе. Это конкурс «Мой взгляд на интернет-безопасность» для учащихся 1-11 классов, проведение акции «День без телефона» 1-11 классы, единый классный час для учащихся 1-11 классов 11 февраля Всемирный день безопасного интернета, проведение общешкольных родительских собраний по теме опасности сети интернет для параллели 5, 7, 8, 11 классов, игра «Безопасный интернет» для 1-4 классы, квест «Игра путешествие по просторам интернета» для учащихся 5-6 классов, своя игра для учащихся 7-8 классов и деловая игра «Аукцион. Выбираю безопасность» для учащихся 9-11 классов. Таким образом, вы видите, что все возрастные категории учащихся приняли участие в мероприятиях, запланированных в рамках проекта. На заключительном этапе мы подводим итоги конкурса «Мой взгляд на интернет-безопасность», награждаем победителей дипломами. Проходим с учащимися повторно анкетирование по теме «Я и интернет», анализируем полученные результаты и размещаем информацию об итогах реализации проекта на официальном сайте школы и в группе в социальной сети ВКонтакте. Какие результаты ожидаются по итогам реализации проекта? Учащиеся ознакомлены с рисками и угрозами, с которыми они могут столкнуться в сети интернет. Проведено 7 мероприятий для учащихся, и не менее 90% учащихся школы приняли участие в этих мероприятиях. Проведено 2 общешкольных собрания для родителей, в которых приняли участие не менее 60% родителей. К организации и проведению мероприятий привлечены участники волонтерского объединения не менее 50% от общего количества участников волонтерского объединения.
Сформирована база данных потенциальных участников киберволонтерского движения школы из числа учащихся в количестве не менее 10 человек. И увеличение, тем не менее, на 20% по каждому пункту анкеты учащихся, знающих о правилах безопасного поведения в сети интернет, по результатам повторного анкетирования в сравнении с первичным. Так, на этом у меня тоже по проекту все. Есть ли какие-нибудь вопросы? Ну и третий вопрос – это деятельность Совета профилактики МОУ-СОЖ номер 27 города Сыктывкара. Деятельность Совета профилактики регламентируется положением о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Данное положение принято решением педагогического совета, согласовано с советом родителей и утверждено приказом директора школы. В данном положении содержатся следующие пункты. Прописаны цели и задачи Совета профилактики, состав Совета профилактики, организация и содержание деятельности, функции, права Совета профилактики в рамках своей деятельности, документы, документация и отчетность Совета профилактики. В начале каждого календарного года в школе издается приказ об организации работы Совета профилактики на календарный год, в котором прописывается состав Совета профилактики. У нас он выглядит следующим образом. Председателем является заместитель директора по воспитательной работе, заместителем председателя заместитель директора по учебной работе, секретарь – это социальный педагог, и в состав комиссии входят директор, заместители директора по учебной работе, педагог-психолог, и также по согласованию инспектор УПДН и представитель Совета родителей. Также данным приказом утверждается план работы Совета профилактики на календарный год. В соответствии с положением заседания Совета профилактики проводятся не реже 1 раза в месяц. При необходимости могут быть проведены внеплановые и выездные заседания Совета профилактики. Подготовка к заседанию Совета профилактики осуществляется секретарем. Не позднее, чем за 2 недели до заседания издается приказ об организации и проведении Совета профилактики, в котором прописывается дата, время, место проведения очередного заседания Совета профилактики. Назначаются лица, ответственные за подготовку информации для рассмотрения на заседании Совета профилактики в соответствии с планом работы на календарный год. Составляется список учащихся для рассмотрения на Совете профилактики. Утверждается перечень рассматриваемых вопросов. Первый вопрос – это контроль исполнения решений предыдущего Совета профилактики. Обязательно в каждом Совете профилактики состав каждого Совета профилактики он включен. Второй и третий вопросы, как правило, это деятельность школы по различным направлениям профилактической деятельности. Четвертое – это рассмотрение персональных дел учащихся. И пятым вопросом рассматриваем постановку снятия учащихся, семей учащихся с внутришкольного учета. В соответствии с приказом об организации и проведении Совета профилактики классными руководителями к заседанию Совета профилактики предоставляются сведения об учащихся, которые содержат следующую информацию. Это краткая характеристика учащегося, отношение к обучению в школе, неурочная занятость, участие в общественной жизни школы, класса, успеваемость по четвертям. Если там, допустим, первая четверть прошла, то это указывается успеваемость по итогам первой четверти и предварительные итоги второй четверти. Количество пропущенных уроков с начала учебного года и причины пропусков, работа, проведенная классным руководителем с учащимся и его родителями, и участие родителей в учебной деятельности ребенка. Вот эти сведения позволяют нам полно изучить ребенка, изучить, какие имеются проблемы. Даже если, к примеру, ребенок приглашен на совет профилактики за нарушение правил дорожного движения, мы уже можем увидеть, организована ли его внеурочная занятость, есть ли у него проблемы с успеваемостью и посещаемостью. Если такие проблемы имеются, обязательно на этом акцентируется внимание. На совет профилактики приглашаются следующие категории учащихся в соответствии с положением в Совете профилактики. Имеющие склонность к девиантному поведению, допустившие самовольный уход из дома, совершившие правонарушения, общественно опасное деяние или преступление,
замеченные в употреблении спиртных напитков, психоактивных веществ, допустившие нарушение закона Республики Коми о некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в Республике Коми, допустившие нарушение правил дорожного движения Российской Федерации, ненадлежащим образом относящиеся к обучению в школе, допускающие пропуски уроков без уважительной причины, нарушающие устав школы, правила внутреннего распорядка. В обязательном порядке приглашаем всех учащихся, от которых получены школой постановления комиссии по делам несовершеннолетних. В обязательном порядке мы их, должны рассматривать. Также на совет профилактики приглашаются родители учащихся в случаях, если в семьях родителями не обеспечивается надлежащее воспитание, не осуществляется необходимый контроль за обучением ребенка. В семье создана обстановка, отрицательно влияющая на психологическое состояние ребенка и его обучение. Имеют место конфликты между членами семьи, в которые втянут ребенок. Либо члены семьи злоупотребляют алкоголем, бродяжничают, употребляют наркотические вещества, в общем, ведут антиобщественный образ жизни. Информирование родителей о приглашении на совет профилактики вручается путем письменного уведомления, в котором они ставят подпись о том, что они приглашены на совет профилактики. При назначении времени в обязательном порядке учитывается рабочий режим работы родителей. То есть мы стараемся всегда подстроиться под родителей, как им удобно, но, естественно, в пределах разумного тоже. Так. Значит, первым вопросом, как я уже сказала, на каждом заседании Совета профилактики является рассмотрение решений предыдущего Совета профилактики. Ну, то есть, к примеру, там рассматривали нарушение 148-го закона, правил дорожного движения. В этом случае рекомендуем классным руководителям в обязательном порядке провести классные часы по профилактике нарушения 148-го закона ПДД и так далее. Если у ребенка имелись проблемы с обучением, ему был установлен контрольный срок для исправления успеваемости, классный руководитель предоставляет Совет профилактики информацию, в соответствии с которой уже принимаются решения. Либо это у ребенка наблюдается положительная динамика, и мы продолжаем наблюдать за ним, либо, если продолжительной динамики не наблюдается, мы можем направить материалы в комиссию управления образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также рассматриваются систематически различные вопросы профилактического характера, заслушиваются социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители. Ну вот, к примеру, в 2021 году нами были рассмотрены следующие вопросы. Это анализ работы школы по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, общественно опасных деяний среди несовершеннолетних за 2020 год, анализ работы по профилактике нарушений 148-го закона за 2020 год, организация профилактической работы с учащимися, не посещающими или систематически пропускающими без уважительных причин занятия в школе, анализ работы школы по профилактике потребления учащимися спиртных напитков ИПА в 2020 году, работа педагогического коллектива по профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних в семье и среди сверстников. Работа социального педагога и классных руководителей с учащимися, находящимися под опекой и попечительством их семьями, мониторинг внеурочной и досуговой занятости учащихся, состоящих на профилактических учетах. В мае традиционно мы рассматриваем вопрос подготовки школы к участию в межведомственной профилактической операции «Подросток», утверждаем список учащихся, поставленных на летний контроль. Также рассматриваем работу педагогического коллектива по предупреждению аутоагрессивного поведения среди учащихся, анализ работы социального педагога за учебный год. Осенью, в сентябре, рассматриваем итоги участия Сыктывкара, МОСОШ номер 27 города Сыктывкара в межведомственной профилактической операции «Контакт», устройство выпускников, которые состояли у нас на различных видах учетах в образовательные учреждения, контролируем, прямо получаем приказы о том, что они действительно туда зачислены. В октябре рассматриваем итоги участия школы в межведомственной профилактической операции «Подросток», работу педагогического коллектива с семьями группы риска и семьями, находящимися в социально опасном положении, и работу педагогического коллектива по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних.
На каждом заседании Совета профилактики рассматриваются персональные дела учащихся. В среднем это 8-10 персональных дел за один Совет профилактики, и в течение года это 90-100 персональных дел. Для проведения профилактической работы с учащимися, совершившими противоправные деяния их законными представителями, по согласованию в Совет профилактики приглашается инспектор УКДН. По итогам обсуждения несовершеннолетнего учащегося на Совете профилактики комиссии даются родителям различного рода рекомендации. Это могут быть рекомендации обратиться с ребенком к специалистам, к медикам, к неврологу, окулисту, психологам, может быть, психотерапевтам и так далее. Пройти медико-психолого-педагогическую комиссию для решения вопроса об организации обучения ребенка по индивидуальному учебному плану. В обязательном порядке, если у ребенка не организована внеурочная занятость, в обязательном порядке Советом профилактики родителю дается рекомендация организовать внеурочную занятость ребенка, сделать это в определенные сроки, и классный руководитель должен предоставить информацию о выполнении данной рекомендации в Совет профилактики. Также рекомендуем усилить контроль за успеваемостью, посещаемостью ребенка. Если это девятиклассник, усилить контроль за подготовкой ребенка к сдаче государственной итоговой аттестации. Классным руководителям также даются рекомендации по проведению тематических классных часов, мероприятий по сплочению классного коллектива, по организации индивидуально-профилактической работы с учащимися и законными представителями. Постановка учащихся на внутришкольный учет осуществляется в рамках деятельности Совета профилактики в соответствии с положением о порядке постановки и снятия учащихся с внутришкольного профилактического учета. Постановка и снятие семей на внутришкольный учет в соответствии с положением о порядке постановки и снятия с внутришкольного профилактического учета семей учащихся, находящихся в социально опасном положении. Секретарем Совета профилактики на обсуждение выносятся вопросы о постановке и снятии учащихся, либо семей учащихся с внутришкольного учета. По результатам голосования определяются учащиеся, семьи учащихся, которые необходимо поставить либо снять с внутришкольного учета. И после этого готовится ходатайство в администрацию школы о постановке или снятии учащихся и семей, по которым было принято решение на Совете профилактики. Вопросы деятельности Совета профилактики рассматриваются у нас на педагогических советах, совещаниях при директоре, школьных методических объединениях классных руководителей. По результатам обсуждения учащихся либо законных представителей на Совете профилактики при необходимости готовится пакет документов и направляются в комиссию управления образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, комиссию по делам несовершеннолетних, отдел полиции номер 2 МВД России по городу Сыктывкару, либо, если имеется такая необходимость, в отдел опеки и попечительства. По итогам проведения Совета профилактики издается приказ об утверждении решений Совета профилактики, в которых прописываются следующие решения. Например, ограничиться обсуждением в отношении несовершеннолетнего, если это неоднократное нарушение ПДД или нарушение закона Республики Коми о некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ходатайствовать перед администрацией школы о постановке либо снятии учащегося или семей учащихся с внутришкольного учета. Также прописываются сроки, в которые классному руководителю необходимо предоставить в Совет профилактики информацию об успеваемости, поведении, посещаемости уроков учащимся. Дается рекомендация классному руководителю проконтролировать выполнение родителями рекомендаций, данных на Совете профилактики, и также предоставить к определенному сроку информацию о том, выполнил родитель данную рекомендацию или нет. Провести классный час определенной тематики. Подготовить пакет в комиссию управления образования по профилактике, пакет документов в комиссию управления образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, либо в КПДН. И подготовить информацию о семье в субъекты профилактики безнадзорности несовершеннолетних, если того требует сложившаяся ситуация. Исполнение решений Совета профилактики находится на строгом контроле администрации школы. На этом у меня все.
Есть ли какие-то вопросы? Спасибо, Ксения Евгеньевна. Уважаемые коллеги, я напоминаю вам, что вы можете задать вопросы Ксении Евгеньевне, также мне. Мы видим сейчас вопрос презентации. Еще раз напоминаю, что в конце нашего семинара вы можете их скачать вот с этой платформы, а также они будут размещены на портале «Открытое образование» в разделе «Заместители директоров по воспитательной работе». Ну что же, уважаемые коллеги, прошло чуть больше часа, но мы с вами рассмотрели в принципе, комплексную безопасность образовательной организации. Вы видите, что она довольно объемная, и вы понимаете, что вы должны четко знать, как организовать безопасность в образовательной организации, ее направления, и этому мы должны учить наших детей, да, наших школьников, наших воспитанников, и этому мы должны учить безопасному поведению и наших родителей. Мы рассмотрели с вами некоторые направления профилактики правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних. Увидели опыт 27-й школы, интересный опыт. Я думаю, что вам он пригодится. Ну а в следующий раз мы с вами остановимся тоже на этом модуле, рассмотрим с вами коррекционную работу с обучающимися групп риска, остановимся на такой теме, как вовлеченность обучающихся в воспитательную работу, ну и какие мониторинги, какие исследования можно проводить в целях повышения профилактики безопасности в образовательной организации. Мы надеемся, что мы были вам полезны, и всем вам желаем крепкого здоровья и всего хорошего. До следующих встреч!